Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменские школьники получат ноутбуки от имени президента страны. Назначен новый посол Азербайджана в Туркменистане и другие новости. В Туркменистане в День знаний и студенческой молодежи все первоклассники получат ноутбуки в подарок от президента страны. Ноутбуки марки Белемли разработаны специалистами хозяйственного общества Айдын Геджелер. Они оснащены мощным процессором, большим объемом оперативной памяти и быстрой графикой. Кроме того, ноутбуки содержат 11 встроенных образовательных программ, доступных на туркменском, русском и английском языках. Гисмет Физулиоглу Гизалов назначен новым чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской республики в Туркменистане. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. На посту чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской республики в Туркменистане Гизалов сменил Гасана Зейналова, который с 23 декабря 2015 года возглавлял азербайджанскую дипмиссию в этой центральноазиатской стране. Президент Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю его дня рождения. Сегодня Александру Лукашенко исполнилось 69 лет. В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Европейского союза Диего Руизом Алонсо, завершающим дипломатическую миссию в этой центральноазиатской стране, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство. Вице-премьер-министр иностранных дел Рашид Миредов поблагодарил посла за личный вклад в развитие отношений между Туркменистаном и ЕС, отметив эффективное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках формата Центральная Азия – Европейский Союз. Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило международный конкурс на подготовку и строительство проекта нового автомобильного моста на пересечении улицы Кулиева и жилого комплекса Тази-Заман в Ашхабаде. Конкурс проводится по поручению Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог. Молодой поэт из Туркменистана, лауреат молодежной премии Исмаил Мухаммед Дурдыев стал победителем международного литературного конкурса «Золотые карандаши», который ежегодно проводится в Турции. Произведение Исмаила Мухаммед Дурдыева «Прежде всего Родина» было удостоено соответствующей премии в области поэзии. Всего в поэтическом конкурсе приняли участие более 50 авторов из разных стран. Авиакомпания «Россия» с 30 сентября запустит прямые ежедневные рейсы между Санкт-Петербургом и Дубаем. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus 319 вместимостью до 128 пассажиров. Время в пути составит около 5 часов 50 минут. В ходе рентгеновского обследования в желудке французского бульдога обнаружили 11 резиновых уточек. Хозяйка собаки заподозрила неладное, когда начали пропадать резиновые уточки из ее коллекции. Она решила сводить пса к ветеринару, и во время обследования пропавшие игрушки были найдены. Бульдога немедленно прооперировали и извлекли из него съеденные уточки. Резиновые игрушки могут быть опасны для домашних питомцев, предупреждают ветеринары. Молодежная сборная Туркменистана по футболу одержала победу над сверстниками из Китая со счетом 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Даляне. В состав туркменской сборной, которая готовится к отборочному турниру Кубка Азии 2024, под руководством Ахмеда Агамурадова были вызваны 23 игрока, представляющие чемпионат Туркменистана. Напомним, что в отборочной группе К Туркменистан встретится с Индонезией и Тайванем. Матчи пройдут с 6 по 12 сентября в Индонезии. В Москве завершился международный шахматный турнир среди юношей и девушек до 14 лет. 13-летняя туркменская шахматистка Мяхрия Агамурадова заняла второе место в категории среди девушек. Мяхрия Агамурадова – талантливая шахматистка. В этом году она завоевала титул чемпионки Туркменистана в возрастных категориях до 14 и до 13 лет. А также стала двукратной обладательницей серебряной медали на чемпионате Азии среди школьников. Тренером Мяхри является Риемова Угулджан, которая сопровождала юную шахматистку в Москву. Президент Киргизстана Садыр Жапаров принял в своей резиденции президента испанского футбольного клуба «Барселона» Жоана Лапорту. Жапаров выразил радость по поводу приезда в Киргизстан представителей легендарного клуба, который имеет богатую историю и пользуется любовью миллионов болельщиков. Президент также подчеркнул, что открытие первой в Центральной Азии Академии Барселоны в Киргизстане будет способствовать повышению профессионализма национальной сборной,
а также окажут положительное влияние на развитие туризма, спорта, инвестиций и других секторов экономики республики. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.